Подготовкой историков в нашей стране занимались исторические факультеты областных и столичных университетов и институтов, в том числе исторический факультет Башкирского государственного университета. Начиная с 2017 года эту задачу выполняет Институт истории и государственного управления «Башгу». Что касается в целом высшего исторического образования Башкортостана, то ему в 2019 году исполнилось 85 лет. Прежде чем появиться историческому факультету, в Уфе должно было возникнуть первое высшее учебное заведение – Уфимский учительский институт, который был образован 2 июля 1909 года, согласно циркуляру по Оренбургскому учебному округу. Первым директором учебного заведения стал действительный статский советник, преподаватель древних языков Александр Николаевич Лисовский. Институт располагался по адресу Телеграфная, 9. Сейчас это здание Уфимской академии искусств по улице Цурюпы. И интересен этот учительский институт, что он прежде чем превратился в Башкирский государственный университет, прошел 3 цикла. Уфимский учительский институт 1909-1919 год, Институт народного образования 1919-1929 год. И, наконец, в 1929 году тоже по большой просьбе общественности и в связи, мы любим праздники отмечать, с десятилетием образования Башкирской автономной социалистической республики был создан Уфимский педагогический государственный университет, который в 1930 году присвоили имя Тимирязева. Здание Башкирского педагогического института имени Тимирязева располагалось на пересечении современных улиц Аксакова и Коммунистической. Первым ректором стал известный педагог, краевед и этнограф Шариф Хамидулович Сюнчилей. Его сменил профессор-экономист Шамси Садриевич Абзанов, репрессированный в 1937 году по обвинению в башкирском буржуазном национализме и пантюркизме. Но интересно то, что первые документы, которые мы имеем об образовании исторического направления в педагогическом институте, они все подписаны Амзановым. Исторический факультет БГПИ был образован в 1934 году по распоряжению ректора Шамси Абзанова, а первым деканом стал Бары Гарифович Султанаев, фотография которого, к сожалению, не сохранилась. Сталин, прекрасно понимавший значение истории в деле воспитания советского гражданина, реабилитировал ее, объявленную в 20-х годах буржуазной наукой. Тот темп социальных преобразований, шла индустриализация, проводилась коллективизация, требует того, чтобы люди знали свою гражданскую историю. Теперь необходимо было вернуться к изучению истории, чтобы понимать, что эта единая страна имеет единую историю. Другая проблема назревала Вторая мировая война. Ее уже ожидали. Приход Гитлера к власти означал, что реваншистские настроения немецкой интеллигенции, как ни странно, которые происходили в это время, означало, что будет скоро Вторая мировая война. Необходимо было подготовить людей, патриотов своей родины, знавших свою историю. Поэтому не случайно было принято решение о введении гражданской истории в преподавание в школе, в вузах и в целом, чтобы советское общество знало историю. Были написаны учебники истории для начальных и старших классов, которые, как говорят, редактировал лично Сталин. Таким образом, школьное историческое образование было восстановлено. Однако школам срочно требовались учителя истории. Поэтому не случайно в 1934 году принимается решение о введении гражданской истории и создаются исторические факультеты в педагогических институтах. После войны исторический факультет пополнился такими учеными и преподавателями, как специалисты по истории Франции Иосиф Кисельгоф, а также фронтовик, ученый-медиевист Рудольф Александрович Маслов. И вместе с ним почти одновременно в первые послевоенные годы училась в МГУ Рудольф Александрович и Татьяна Федоровна Пеленкова. Оба они учились в МГУ. Там защищали свои диссертации и примерно в одни годы вернулись сюда, к нам, в университет, где стали преподавать свои дисциплины. Мне повезло, поскольку я
много лет учился у Татьяны Федоровны Пеленковой, а она была замечательным преподавателем и педагогом. Ей удалось на ряд лет организовать поездки археологических экспедиций в Крым, в Пантикопей, то, что мы сейчас называем Керчь. Также в стенах Альма-Матер работала один из основоположников башкирской археологии и первый башкирский женщина-археолог Махмуда Хисаевна Садыкова. В 1953 году директором института стал кавалер многих орденов за боевые заслуги Шейхулла Хабибулович Чанбарисов. Именно при нем пединститут был преобразован в Башкирский государственный университет. Этот очень энергичный человек сделал все, это было делом его жизни для того, чтобы 6 ноября 1957 года открылся Башкирский государственный университет. И интересно то, что это тоже было приурочено к празднику, это было 40-летие Великой Октябрьской социалистической революции, и поэтому решили университету дать еще дополнительное звание имени 40-летия Великой Октябрьской социалистической революции. 20 июля 1957 года за подписью Булганина вышло постановление Совета министров СССР об организации Башкирского государственного университета. Повышение статуса вуза дало толчок развитию науки. Фронтовик и специалист по истории Германии Яков Васильевич Зайцев занимал должность декана исторического факультета с 1960 по 1973 годы. В этот период времени и позднее на факультете появились другие германисты и специалисты по истории других зарубежных стран. Например, Борис Никонович Лаптев, изучавший историю Германии XIX века. Я могу отметить, что у нас работали такие большие, крупные специалисты, как Иван Дмитриевич Чигрин, который занимался проблемами германской истории. Вместе с ним и до него по этой же стезе работал Яков Васильевич Зайцев, Кавы Газизович Газизов, которые рассматривали различные проблемы революционного движения, становления Веймарской республики. Олег Александрович Науменков заложил очень прочную основу для британских исследований. Его интересы касались и колониальной политики, и партийно-политической жизни Великобритании XIX века, и в частности он воспитал нескольких очень интересных исследователей. Перу Олега Александровича Науменкова принадлежат несколько монографий по истории викторианской Англии. В нашем университете также ведутся некоторые исследования американской истории. И в частности, по этому направлению работал Хабибуллин Рустем Камильевич. Я отчасти этим тоже занимаюсь. Ну и мы надеемся, что в дальнейшем все это будет продолжено и будет расширено. В годы войны и после нее на истфаке появляются первые специалисты по дореволюционной истории Башкортостана, из которых наибольшую известность в тот период получил Абубакир Нурианович Усманов. Его монографии «Присоединение Башкирии к русскому государству» и «Башкирский народ в Отечественной войне 1812 года» до сих пор не утратили своей научной ценности. Но я очень, конечно, благодарен нашему университету, нашим старшим преподавателям, которые, они, когда нас в 60-х, 70-х годах учили, они же почти все были фронтовики, люди заслуженные. Хотя профессоров было мало, потом только стали они появляться. Там, это Кисельгов, Зайцев защитил, Аминев, Зиасхатович. Фронтовик Хамза Фатыхович Усманов являлся крупным специалистом по аграрной истории Башкирии. Им написан фундаментальный труд «Развитие капитализма в сельском хозяйстве Башкирии в пореформенный период». Новые направления позволили открыть кафедру истории России. Тогда, конечно, называется история СССР, советского периода, потом и до советского периода кафедра всеобщей истории. Она складывается после войны, и долгие годы это трехчленное звено продолжалось. То есть 3 кафедры, они были очень сильные. Теперь уже все направления истории и республики, и Советского Союза, и зарубежные здесь и изучались, и преподавались.
Одним из самых знаменитых выпускников исторического факультета Башгу является выдающийся российский этнолог Раиль Гумерович Кузеев, создатель научной концепции происхождения башкирского народа. Его труд «Происхождение башкирского народа» является настольной книгой для всех, кто прикасается к прошлому Южного Урала. Младший коллега Кузеева, Рим Зайнигабитович Янгузин, изучал более частные, но не менее важные вопросы, касающиеся этнографии башкир. Труды Рима Зайнича Янгузина, они, в общем-то, продолжают линию на создание уникальной коллекции по этнографическим материалам. И в 90-е годы мы видим, как оформляется музей этнологии, который сейчас носит имя Рим Зайнича. В 60-е и 70-е годы прошлого века исторический факультет пополняется новой плеядой историков, оставивших значительный след в отечественной историографии. Выпускник ИСТФАКа МГУ Ирик Гайсиевич Акманов посвящает себя изучению истории башкирских восстаний. Билал Хамитович Юлдашбаев учится в аспирантуре МГУ, а затем становится крупнейшим специалистом по вопросам национально-культурного строительства и национальных отношений Башкортостана. За попытку объективной оценки лидеров башкирского национального движения он подвергся давлению со стороны партийных органов, а затем освобожден от заведования сектором истории башкирского филиала Академии наук СССР. Изданный Юлдашбаевым многотомник является уникальным и непревзойденным источником для исследователей башкирского национального движения. В 90-е годы, когда в целом в стране произошли большие существенные изменения, у него появилась возможность собрать все материалы, которые он накопил, архивные, и, получив в 1996 году грант, первый президент Республики Башкортостан, он подготовил вот 4-томный в 7 книгах документальное издание. Такая была большая археографическая разработка национального государственного устройства Башкортостана. Марат Махмутович Кульшарипов перехватил эстафету в изучении важнейших и одновременно острых с политической точки зрения вопросов новейшей истории Башкортостана. Закончив ИСТФАК БГУ, он по совету Зарифа Исламовича Сираева поступил в аспирантуру МГУ. Зариф Исламович Сираев у нас был, он ветеран войны, инвалид, кандидат исторических наук, он так тихо ходил. Он меня направлял. Марат Махмутович, вам надо дальше учиться. Вам надо дальше учиться. Я говорю, Зариф Исламович, хорошо. Только дальше учиться. Не соглашайтесь в район куда-то ехать. Наконец, еще один знаменитый выпускник ИСТФАКа МГУ, связавший свою судьбу с ИСТФАКом БГУ, это Анвар Закирович Асфандияров. Расцвет научной деятельности пришелся на 90-е и нулевые годы нынешнего столетия. Исчез идеологический диктат, и многие прежде неизвестные направления, такие, например, как микроистория, получили развитие. Многотомная история сел и деревень Башкортостана стала настоящим прорывом в изучении ранее игнорируемых учеными пластов истории. Он начал большие фундаментальные разработки, наверное, был одним из первых, который работал по изучению башкирской семьи, брачных отношений, вообще в целом семейно-брачных отношений, вообще такому конструкту, что такое была башкирская семья в прошлом. И вообще кто была, например, башкирская женщина. И его работы, они были открытием, потому что, опираясь на огромный массив документов, которые он нашел в архивах, он смог доказать особый характер положения женщины башкирской в семье, особое отношение вообще башкирской семье. Это было связано и с вотчинным правом, и с другими элементами башкирской истории. Он привязал башкирскую историю к семье. Будучи учеником Абубакира Усманова, Асфандияров также занимался военной историей. Изучал социальную структуру башкирского общества, ввел в оборот большой объем важнейших документов. Именно он своими публикациями актуализировал проблему северо-западных башкир. Но одновременно мы наблюдаем появление новых каких-то интересных направлений, связанных с микроисторией. То есть обращение к истории отдельных личностей, истории семей, сельских общин,
что в себе несет такое, в общем, новое перспективное направление, которое, я повторяю, сейчас, я думаю, в полной степени развивается в многотомном исследовании по истории башкирских родов, который также, основываясь на большом фактическом материале, но все же вбирает в себя новые приемы, методы исследования, такие как анализ генетической структуры этноса. В предисловии многотомника «История башкирских родов» сказано, что авторы являются продолжателями научной традиции Раиля Кузеева, Анвара Асфандиярова и Натальи Демидовой. Благодаря этой преемственности издание пользуется огромной популярностью в республике и за ее пределами. Вы очень хорошее дело начали. Вот это выпустили там книги, посвященные башкирским родам и племенам. Вот. Они дают очень большой материал, и мы по ним судим вот именно ареал распространения башкир вот с древнейших времен, где они проживали. Это же тоже, я считаю, заслугой исторического факультета. Я считаю научным достижением. В стенах университета долгие годы работал выдающийся археолог Нияз Абдулхакович Мажитов, который не только создал археологическую карту Башкирии, но лично исследовал сотни памятников прошлого. Мировую известность получило исследованное им городище Уфа-2, материалы которого в корне изменили бытовавшие прежде представления о средневековой истории Башкирии. Сейчас у нас активно развивается музейное направление, потому что археологические экспедиции Башкирского государственного университета, они существуют с 1962 года. Отмечалось у нас 50-летие, скоро будет 60-летие археологической экспедиции. И за все эти годы накапливались коллекции археологические. В 2012 году Альфия Ниязовна Султанова создала на базе исторического факультета музей археологии. Ныне он носит название Музей археологии имени Нияза Абдулхаковича Мажитова. И сейчас идет работа в рамках вот этого музея археологического. Если открытие городища Уфа-2 относительно недавно обозначило неожиданный ракурс на проблему генезиса урбанистической культуры на Южном Урале, то сама проблема городов заинтересовала башкирских ученых несколько десятилетий назад. Мы создали научную лабораторию южноуральского городоведения. И в рамках этой лаборатории мы до сих пор работаем. Мы издаем сборник научных статей, называется «Южный Урал. История, историография, источники». Наша кафедра бывшая, наша лаборатория, они как раз начали изучать историю городов Южного Урала. Но сейчас очень много работ. Сейчас все фактически идет вал исследования по городу, там и экономика города, и социальный статус города, и социология города, но история во всех направлениях, там и население, и повседневность, но чего только нет. 90-е годы для исторического факультета ознаменовались не только полной свободой мысли и демократизацией прежде довольно строгих устоев, но и установлением связей с научными школами зарубежных стран. Немаловажным было открытие собственного диссертационного совета. 24 октября 1991 года на историческом факультете открылся первый исторический диссертационный совет. Это был период участия в этом совете таких знаменитых ученых, как Лев Григорьевич Барак, Хамза Фатыхович Усманов, Инга Михайловна Гвоздика, Рустем Гумерович Кузеев. Впоследствии в 90-е же годы на базе создавшейся первой кафедры, единственной, как впоследствии оказалась, кафедры истории Башкортостана. Вот учебник, который вышел на базе кафедры истории Башкортостана, стал первым учебником, написанным местными авторами. Впоследствии предмет истории Башкортостана стал преподаваться практически на всех факультетах Башгосуниверситета, вошел в региональный компонент учебных планов и занял свое достойное место. В 2017 году исторический факультет был преобразован в Институт истории и государственного управления Башкирского государственного университета. Реформа стала следствием общей тенденции в связи с изменившейся социально-экономической ситуацией в стране. Это был вызов времени, на который пришлось находить ответы, зачастую непопулярные. Это явление, которое не является единичным.
Мы знаем, что истфаки в чистом виде сохранились только, пожалуй, в самых крупных учебных центрах. Насколько я понимаю, даже в Санкт-Петербургском университете истфак тоже интегрирован в другие структуры. Поэтому это скорее общее явление. Сюда нужно прибавить также то, что истфак в последнее время находился в кризисном состоянии, вызванном многими причинами, в первую очередь изменением ситуации на рынке труда и проблемой смены поколений. Когда в 2011 году в Российской Федерации произошел переход на так называемую двухуровневую систему образования, были внедрены стандарты нового поколения. И в этих стандартах, помимо квалификационного подхода, вместо квалификационного подхода, начал применяться так называемый компетентностный подход. То есть выпускники, помимо вот тех профессиональных знаний, они должны были еще обладать конкретными умениями и навыками. То есть здесь государство давало принципиально новый заказ тому же направлению истории, то есть специальности история. В вариативные части дисциплин учебного плана необходимо было включать такие дисциплины, которые формировали вот те самые компетенции, которые позволили бы выпускникам работать затем и в организационно-управленческой сфере, и в экспертно-аналитической сфере, и в туристско-экскурсионной, и в экспертно-аналитической и так далее. Когда в 90-е годы появилось новое для России направление муниципально-государственное управление, многие исторические факультеты страны стали лицензировать эту специальность, потому что она требовала гуманитарной подготовки. Именно поэтому преобразованный в 2017 году ИСТФАК стал Институтом истории и государственного управления. Потому что в таком новом формате данное структурное подразделение могло дать специалистам и историкам, и управленцам принципиально новые компетенции, которые ВУЗ мог сформировать в новых учебных планах. 2017 год интересен еще тем, что в 2017 году Башкирский государственный университет ввел в строй большое новое здание по улице Карла Маркса и Тукаева. Это новое здание гуманитарного корпуса. И Институту истории и государственного управления были переданы 3 этажа этого здания, на котором и располагается ныне Институт истории и государственного управления с современной материально-технической базой. Сегодня в стенах института учатся около 2000 студентов, которые получают такие новые специальности, как государственное и муниципальное управление, безопасность информационных технологий, техносферная и экономическая безопасность. Но, конечно же, история, как наука и предмет преподавания, по-прежнему находится в приоритетном положении. За эти 2 года, с осени 1917 до 2019 год, без всякого бахвальства было сделано очень много. Проведено более 7 международных научных конференций. И отрадно то, что на те проекты, которые мы реализовывали на площадке Института истории и государственного управления, откликнулись коллеги ведущих научно-исследовательских учреждений, а также научно-педагогических учреждений. Но, безусловно, нужно отметить Академию наук и, конечно, другой наш научный партнер – это Санкт-Петербургский государственный университет. В рамках больших крупных проектов конференции мы стараемся аккумулировать не только историков, даже если проблематика историческая. Например, когда мы проводили конференцию, посвященную столетию Октябрьской революции, все направления наших студентов участвовали в организации секций, которые, например, были посвящены тому, что на протяжении 100 лет происходило у нас с информационной безопасностью, например, или как развивалось государственное муниципальное управление. То есть исторический срез, он присутствует у нас в разных направлениях, это очень интересно и очень продуктивно. Еще одно новое, или лучше сказать, хорошо забытое старое направление – это теология. Ввиду того, что число верующих неуклонно увеличивается, в обществе появился запрос на изучение религий. Без глубокого, адекватного и фундированного, скажем так, понимания вот этих религиозных, мировоззренческих основ, связанных как раз с мировыми религиями, в принципе невозможно понять общество, его историю и то, как оно развивается. С другой стороны, в обществе роль религии возрастает, и, соответственно, опять же, возникает вопрос, какую роль она будет играть в дальнейшем,
насколько религиозная сфера жизни будет связана с общественной сферой жизни, насколько они будут идти в ногу друг с другом. И как раз на все эти вопросы призвана ответить теология как образовательное направление. Сегодня выпускники ИСТФАКа работают в учреждениях науки, культуры, образования, органах государственного управления, спецслужбах и милиции, средствах массовой информации. Я закончил исторический факультет в 1999 году. Благодарен нашим преподавателям за те знания, которые нам дали. Они пригодились мне в работе в школе, учителем, педагогом, дальше руководителем образовательной организации. А сегодня вот на общественно-политическом поприще республики. Я закончил исторический факультет в 1995 году. И я искренне признателен нашим учителям, педагогам за качественные знания, ценные советы и нравственные уроки. Я выпускник 1976 года. Абсолютно уверен, что если бы не было за плечами этого классического исторического образования, пришлось бы мне очень трудно вести диалог с людьми, заниматься воспитанием, руководить большими коллективами. Я закончил исторический факультет университета в 1995 году и никогда не жалел о своем выборе. ИСТФАК – это широкое политическое образование и трезвый взгляд на современных политиков. Я закончил исторический факультет Башкирского университета в 1992 году. Я благодарен ИСТФАКу за то, что благодаря истории мы можем заглянуть в наше будущее. Закончила университет в 2000 году. Благодарна ИСТФАКу за наставников, знания, которые я приобрела в стенах университета, и за моих однокурсников. Закончила исторический факультет в 1992 году. Благодарен ему за знания, за дружбу, за науку побеждать. Я закончила исторический факультет Башкирского государственного университета в 1992 году. И я очень благодарна талантливому коллективу преподавателей, которые дали такой фундаментальный багаж знаний, не потерявших актуальность и на современном этапе. Я окончил исторический факультет в 1976 году. Я благодарен университету за то, что он научил меня думать, мыслить и дал путевку в жизнь. Закончил исторический факультет Башкирского государственного университета в 1998 году. Благодарен полученным знаниям за то, что они позволяют сопоставлять, анализировать ту или иную информацию, факты и вырабатывать свое отношение к тому или иному событию. Я закончил исторический факультет в 1982 году. Очень благодарен нашим учителям за мудрость, знания и доброе человеческое отношение. Я закончила исторический факультет Башкирского государственного университета в 1983 году. Большая благодарность нашему факультету, нашим замечательным преподавателям. Я закончил исторический факультет в 1998 году. Факультету благодарен тем, что ту любовь к истории, которую мне привили, я сохранил до сих пор. Я закончил исторический факультет в 2002 году. Благодарю преподавателей своих за то, что они дали нам большое образование и путевку в жизнь. ИСТФАК рулит! Думается, у Института истории и государственного управления большое будущее. Существуют прогнозы, что в связи с грядущей роботизацией производственных процессов компетенции в области гуманитарных знаний будут приобретать все большее значение. И кому, как не историкам с их широким кругозором и критическим мышлением, по-прежнему быть одними из самых востребованных специалистов.